Приветствуем всех зрителей телеканала Матч ТВ. Здесь, в столице Якутии, прошли старты 6-х игр «Дети Азии». Всего в турнирной программе заявлено 22 вида спорта и подготовлен 321 комплект наград, побороться за которые приехали представители из 39 стран. Надо сказать, наша страна выставила сразу несколько команд. Это сборные Башкортостана, Татарстана, города Москва и 3 федеральных округов – Сибирского, Уральского и Дальневосточного. Ну а Якутия, как хозяйка турнира, получила право представить сразу 2 команды. Итак, в первый стартовый день прошли соревнования по 4 видам спорта. По баскетболу, пауэрлифтингу, художественной гимнастике и вольной борьбе. Которая, кстати, у нас, у якутян, пользуется особым почтением. Любовь якутян к вольной борьбе на этих играх выразилась рекордным количеством участников – 42. Всего в этом виде заявлен 131 борец. Это представители 16 стран. В первый день турнира острую искрометную борьбу показывали не только юноши, но и девочки. Тут и 4-бальные броски, крестные захваты и скоротечные победы. Это не объяснить, такое счастье. Как будто жизнь вторую подарили. Это для меня все. К этому стремилась очень долго. В весовой категории до 32 килограмм уверенную победу одержала Лучана Бекбулатова и одной из первых наденет золотую медаль игр. Это большое впечатление. Я здесь первый раз, и для меня это для меня очень важно. И это просто замечательно. Первый день, к сожалению, ознаменовался и первой травмой. Соревнования только начались, а у команды из Йемена такая досадная потеря. Абдул-Рахана Аль-Яара на скорой отправили в больницу. Сказал, что травме 5 дней. Мы не понимаем, мы вчера проходили медосмотр, мы не понимаем, как его вообще могли допустить до соревнований. Итог первого дня выглядит следующим образом. Больше всех медалей набрали хозяева. На их счету 6 наград различного достоинства. По 5 медалей у Монголии и Казахстана, 3 завоевали борцы Сибирского федерального округа и одной золотой медалью отличились азербайджанцы. Сегодня в спортивном комплексе «Стерх» прошли соревнования по баскетболу среди девушек. Вначале на паркет вышли команды Дальневосточного и Уральского восточных округов. С начала игры обе сборные демонстрировали равную и не очень скоростную игру. В течение первой 12-минутки спортсменки присматривались друг к другу. Но все же по очкам стала лидировать команда Уральского федерального округа со счетом 25-21. После перерыва дальневосточницы стали более уверенными. 9-очковый отрыв после большого перерыва добавил уверенности спортсменкам сборной ДВФО и разрешил встречу со счетом 78-51. Девушки с Дальнего Востока положили первое очко в свою копилку. Вечером на паркете встретились сборные Сибири и Монголии. Встреча с первых минут предвещала напряженную игру. Большая часть удачных розыгрышей была у сибирячек. В течение первой четверти казалось, что девчонки из Монголии только и успевали, что гасить атаки соперниц. После перерыва монголки снова вели оборону, и постепенно силы стали их покидать. Сибирячки все увереннее набирали очки. Итог встречи 79-49. Завтра после обеда встретятся девочки Уральского федерального округа и Сибири, а затем зрительный зал будет переполнен болельщиками, потому что играет команда хозяев турнира. Сборная Республики Саха будут противостоять баскетболистки сборной ДВФО. Художественная гимнастика всегда представлена на подобных турнирах достаточно большим количеством участниц. На 6-х играх «Дети Азии» за победу сражается 57 гимнасток. Традиционно широко представлена российская школа художниц. На помост выйдет 39 девочек, а из них, в свою очередь, почти половина представлена якутянками. Художественная гимнастика в республике набирает обороты во многом благодаря известной гимнастке Виолетте Ивановой, ученице прославленной Ирины Винер. Виолетта несколько лет назад открыла в Якутске собственную школу и пригласила на работу опытных наставников, что поспособствовало притоку на помост большому количеству художниц. Но сегодня местные грации были не на высоте. В командном выступлении воспитанницы олимпийской чемпионки Ксении Дудкиной допустили непростительную ошибку в упражнениях с мячом. То, что они потеряли, это произошло. И я надеюсь, что мы исправим это еще, потому что я надеюсь, мы будем еще выступать. И мы это исправим, а если что, мы будем работать дальше над своими ошибками. Групповое многоборье проходит на играх «Дети Азии» в первый раз. По итогам первого дня соревнований лидирует сборная Казахстана.
В этом году в состав судейской коллегии вошла олимпийская чемпионка Татьяна Горбунова. Она не первый раз в Якутске. На прошлых играх Татьяна была официальным послом Детей Азии и даже комментировала телеверсию по художественной гимнастике. Горбунова специально для нас дала прогноз по лидерам якутской сборной в индивидуальном зачете. Есть две очень талантливые, перспективные спортсменки, такие как Туяра Кардашевская и Коржановская Элла, которые входят в команду номер 1 Республики Саха-Якутия. Туяра Кардашевская только позавчера прилетела из Москвы. Там, вдали от дома, она занимается в Центре олимпийской подготовки под руководством Ирины Виннер. Я очень рада, что я приехала на эти соревнования, потому что здесь столько детей, во-первых, из Азии приехала. Эти игры – ее первый крупный международный старт. Правда, он не обошелся без ошибок. Во время выступления со скакалкой зафиксировано падение предмета, а в упражнениях с обручем равновесия. По предварительным стартам в индивидуальной программе на первом месте пока Анастасия Шибаева из Сибирского федерального округа. Завтра индивидуальные соревнования пройдут с мячом и булавами, а в групповом многоборье гимнастки будут упражняться с лентами. Соревнования по пауэрлифтингу прошли только для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и только в одной дисциплине – жиме лежа. Эти старты принесли в соревнованиях среди девушек команде Якутии 2 золотые медали. Одну завоевала 16-летняя Карина Попова, выступающая в весовой категории до 55 килограммов. Она сумела выжать штангу весом 37 килограмм. Второе золото у Надежды Тылосовой. Она выступала в категории свыше 55 килограммов. Были разыграны медали весовой категории и до 45 килограммов, где победила представительница Казахстана Турсанай Кабыл, которая взяла пальму первенства и в абсолютном зачете. При собственном весе 40 килограммов девочка установила свой личный рекорд, взяв вес 61 килограмм. Честно, у меня были мысли, что насчет сильных соперников, то, что мы будем, как вам сказать, воевать с ними. Так, цель была быть первым. Вторая половина дня определила медалистов уже среди юношей. Так, в категории 54 килограмма отличился Захар Буймов из Казахстана, который довольно уверенно взял 80 килограмм. А в копилку якутской сборной еще одно золото принес 14-летний Виктор Евсеев. Ну а в самой тяжеловесной категории сильнее всех оказался сибиряк Михаил Карабанев. Якутская сборная в пауэрлифтинге заработала 11 медалей, 3 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовых. Такие победы делают комплимент наставникам якутян, таким как Александр Паскачин, который в свое время был членом сборной России. Кстати, благодаря настоящим и былым заслугам Александр стал одним из участников эстафеты огня 6-х игр «Дети Азии». Всего в списке факелоносцев 150 человек. Это представители разных видов спорта и поколений. Кто-то имеет лишь юношеский разряд, а у кого-то олимпийская медаль. Но огонь игр несут еще и заслуженные жители города Якутска, лучшие студенты и ученики, а также ветераны труда. Вот прямо сейчас факел передали в руки моему коллеге Александру Лысаку, одному из лучших представителей масс-медиа нашей республики. Саша, не горячо ли тебе? Все отлично, друзья! Всех с праздником! Ура! 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 А зажжен был этот огонь 100 дней тому назад на священной горе Киселях. Священные горы Киселях с древних времен были окутаны густой завесой тайн и запретов. В старину на вершины могли подниматься только всемогущие шаманы, чтобы обратиться к Всевышним силам, верхним духам Аи и подпитаться их энергией. Церемония зажжения огня проходит с соблюдением древних якутских традиций. Во время обряда Алгыс, поклонения богам, Алгыщит, белый шаман, зажигает огонь ударом кресала из кремния о камень. Появившееся пламя впитывает силу духов предков и только потом отправляется в путешествие по Якутии длиною в 35 тысяч километров. Хранители огня сопровождают факел на протяжении всего пути. В день зажжения они присутствуют на стадионе. Церемония открытия по традиции началась с парада участников. Правда, в этот раз он шел дольше обычного. А все потому, что в этом году количество участников увеличилось на 9 стран. Впервые в Якутии представители Древней Олимпии, Афганистана, Бахрейна, Гонконга, Республики Йемен, Пакистана, Саудовской Аравии, Шри-Ланка и Катара.
две трибуны за церемонией наблюдали глава республики Егор Борисов, первый заместитель председателя Государственной Думы Федерального собрания России Александр Жуков, премьер Дмитрий Медведев. Объявляю 6-е международные спортивные игры «Дети Азии» открытыми. I declare open 6th Children of Asia International Sports Games. На поле за 2 часа сменилось 4 времени года. Действие перенесло гостей из долины Туймада в горы Киселях и до Верхнего мира. Открытие объединило все хореографические коллективы республики. Всего в церемонии приняло участие около 3000 танцоров. Нововведением этого года стала церемония зажжения огня. Их в этом году было 2. Одна, как обычно, прошла на стадионе Туймада, другая – на священном озере Сайсары. И теперь каждые 4 года, в какой бы стране не проходили игры, огонь в день открытия зажжется в Сайсары. Еще только закончился первый день игр, но уже разыграны первые медали. Завтра состоятся новые старты. К сегодняшним видам добавится бокс, настольный теннис, стрельба, футбол, шахматы и плавание. И очередной комплект медалей будет торжественно вручен призерам стендовой стрельбы. Хочу добавить, что в дни проведения игр «Дети Азии» в Якутске проходит большое количество международных форумов, связанных не только со спортивным движением. Это и культурные мероприятия, международные биеннале, театральные и кинофестивали. Одним словом, спать гостям Якутска не придется, да и наши белые ночи им в помощь. До завтра!